В Большом зале Кабинета министров собрались участники акселерационной программы «Гостеприимная Абхазия». Десятки идей, направленных на развитие страны в туротрасли. В финал выйдут самые перспективные из них. Главный инженер абхазского морского пароходства Григорий Тамбия предлагает проект создания инновационных голографических стендов, которые будут стоять в знаковых туристических местах. Эта конструкция создает трехмерное изображение в воздухе с помощью голографических технологий, рассказывая о достопримечательностях. Такие стенды могут быть в виде пирамид, вентиляторов или интерактивных витрин. Я предлагаю инновационный голографический стенд, который будет стоять в знаковых туристических местах и показывать различного рода контент, связанный с продвижением Абхазии и брендом. Стенд технически состоит из голографических вентиляторов, которые соединены между собой и синхронизированы, и показывают цельную единую картинку. Идея пришла ко мне совершенно случайно. Я просто хотел отойти от обычных тем, как гостиницы, глэмпинги и тому подобное, и уйти больше в технологии. Что-то новое принести, так как подобного рода проект первый в Абхазии, и еще никто его не реализовывал. Ирина Давыдова представляет одну из локаций маршрута «Здоровье» проекта по развитию круглогодичного туризма в восточной части Абхазии. Так ей пришла идея создания иммерсивного парка в селе Мук Ачимчирского района. Пространство, сочетающего элементы традиционного развлекательного парка с новыми технологиями и концепциями, создающими захватывающие впечатления. По мне, это очень новая программа. Иммерсивность у нас в Абхазии, как вы знаете, особо не развита. Иммерсивность моего проекта будет заключаться в том, что мой парк, который я буду создавать, тема именно моего парка будет воссоздание эпоса, сказок и легенд, театральные постановки, световые шоу, и гости, которые будут приезжать ко мне в парк, будут непосредственно участвовать в этих постановках. Я очень надеюсь, что мой проект пройдет и понравится. Это будет очень важно для экономики и развития Абхазии, так как гость уже будет больше приезжать в район Восточной Абхазии. Восточная Абхазия будет развиваться, маршрут здоровья станет популярным. Проект больше рассчитан на детей. Также, я думаю, нашим местным школам абхазским, школьникам тоже будет очень интересно участвовать в театральных постановках, приезжать на экскурсии в этот парк. Изначально на участие в конкурсе было подано 1000 заявок. Григорий Тамбия и Ирина Давыдова в числе тех 80 человек, которые практически дошли до финала. В эти дни они проходят второй модуль программы «Гостеприимная Абхазия». Для участников проводят учебные курсы ведущие федеральные эксперты по туризму и другие специалисты. Именно они помогают довести идеи до ума, перевести их в структурированные, инвестиционно привлекательные проекты. Например, Оксана Акчакова читает лекцию по маркетингу. Что такое маркетинг, зачем он нужен? И вопрос не только, где набирать аудиторию, но на самом деле самый главный вопрос – это кто наша аудитория. Организаторы проекта «Гостеприимная Абхазия» АНО «Команда Абхазии». С организаторами выступают АНО «Россия. Страна возможностей». Проект реализуется при поддержке администрации президента Республики Абхазия и Министерства туризма страны. Во-первых, я хочу выразить благодарность руководству нашей страны, которые вот такие проекты поддерживает. И теперь смотрите, вот если мы говорим о том, насколько это полезно. Во-первых, это образовательная программа. Вы представляете, какого рода эксперты, уровня эксперты преподают нашим молодым ребятам, шлифуют, подгоняют, поправляют те идеи, инициативы, которые они собираются защитить. Это первое. Второе. Мы говорим о скудности каких-то наших бюджетных ресурсов. Когда наши коллеги, друзья, союзники помогают нам, еще и какие-то гранты выделяют на хороший проект, мы этому не обрадоваться не можем. Это первое. Второе. Третье. Вот смотрите, мы говорим, что Абхазия – это в первую очередь туристическая страна, но у нас там штат сотрудников всего-то там 25 человек, и, скажем, у нас нет много возможностей реализовывать большие, интересные, хорошие проекты в стране. Когда появляется молодое поколение, которое вот придумало
правильный, хороший проект, который доработан специалистами высокого класса в области туризма, если он будет реализовываться, ну это же и есть красота. Каждый день мы говорим одно и то же, что нам нужно создавать новые точки притяжения, нам нужны новые интересные проекты для того, чтобы Абхазию вот по-новому презентовать и продвигать, что как раз-таки сегодня выполняют ребята, которые участвуют в проекте «Гостеприимная Абхазия». Имена победителей конкурса «Гостеприимная Абхазия» станут известны в середине февраля. Гугу Цавардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение.